Здравствуйте, это новости Татарстана. В студии Елена Зинатуллина. И вот о чем расскажем в выпуске. Смертельная драка. Приехала скорая, делала реанимацию здесь прямо на улице. Потом накрыла белой простыней и уехала. Что известно о ночных разборках на Ноксинском спуске, расскажет Рамиль Шайдуллин. В Чистополе уже 4-е сутки ликвидируют пожар на полигоне ТБО. Туман какой-то стоит. А ночью так вообще встаешь, окно закрываешь. Особенно вот ночью вообще дышать нечем. В чем причины и какие меры предпринимают, узнала Вероника Гайнудинова. В кооперации с соседями. Протесты еще, как говорят, народу много просто, в очереди. Просто не успели. Да. Рустам Минниханов посетил Ульяновскую область. Какой опыт Татарстан будет перенимать? Ответ в репортаже Радика Фархулина. В Татарстане началась пора национальных праздников. Подобное мероприятие – это уникальный праздник народной культуры. Об особенностях их проведения в этом году в репортаже Алены Струминской. Следователи республики выясняют причины ночной драки на Ноксинском спуске в Казани. По предварительной версии, здесь толпа до смерти избила мужчину. По словам очевидцев, разборки начались в 11 часов ночи, но предпосылки массовой драки были еще вечером. Во дворе, говорят местные, собиралась компания и к чему-то тщательно готовилась. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Рамиль Шайдуллин с деталями. На этих кадрах с камеры наблюдения видно, как к сидящей на лавке компании подходит группа мужчин. В руках одного из них что-то похожее на металлическую трубу. Завязывается драка, одного из мужчин с разбегу сбивают с ног, затем бьют руками и трубой по голове. Спустя минуты, говорят очевидцы, пострадавший перестал подавать признаки жизни. Я увидела, мужчина лежит, прям вот как-то, как звездочка, можно сказать, да, растянулся вот здесь на песочнице. И она вот его как бы шлепает по щекам. Вот. И потом она сказала, он мертвый, схватилась за голову. А вот на расстоянии здесь стоял такой, мужчина в возрасте, да, в синей футболке. Я обратила, он кричал, что он друг. И общался вот с какими-то двоими парнями вот на тот момент. Вот я думаю, что вот это время потерялось, потому что он общался с ними, этот лежал. Приехала скорая, делала реанимацию здесь прямо на улице. Потом накрыла белой простыней и уехала. Обычный тихий дворик, коих в Казани сотни, если не тысячи, и стал, судя по кадрам вот с этих камер видеонаблюдения, местом массовой разборки. Все началось вот на этой детской площадке, откуда дерущиеся переместились ближе ко внутридворовому проезду. О том, насколько интенсивной была драка, можно судить по примятой вокруг траве. Закончилось же все максимально трагично. Один погиб, другие задержаны. За массовой дракой наблюдали десятки местных жителей. Многие еще не спали, некоторые проснулись от криков. Кто-то уже с вечера слышал о подготовке какой-то встречи. У них как будто здесь встреча уже была, предполагалась встреча. 8 часов соседи мне сегодня утром рассказали, что они встречались вот здесь вот и обсуждали какую-то тему очень бурно. Вот. И после уже в 12 здесь произошла встреча. Их было 3, кто здесь был, по-моему. Вот. А другие уже к ним пришли, и, в принципе, все видно по видео. Наша съемочная группа оказалась на месте примерно через час после происшествия. Удалось пообщаться с одним из участников драки. Он заявил, что напали на их компанию. Говорить подробнее не захотел. Это вот, с девчонками сидел. 5 человек не сидел. У меня собака в машине. Бери камеру. Днем стало известно, 3 участников драки задержаны. Личность погибшего установлена. Ему 29 лет. Предварительно установлено, что из-за внезапно возникших неприязненных отношений между двумя незнакомыми компаниями произошла драка. В ходе конфликта один из участников, молодой человек 1995 года рождения, от полученных травм скончался на месте. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека». Проверка показала, мужчина умер после удара по голове тупым предметом. Проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также иных участников преступления. Как говорят очевидцы, после всего произошедшего часть компании, включая девушек, продолжила, как ни в чем не бывало, распивать оставшийся алкоголь. Когда все уже разъехались, это 4 утра, девочки продолжили пить на лавочке. Это не первая массовая драка в этом году. В начале мая недалеко от Ноксинского спуска на Дубравной произошла
произошел конфликт подростков в медицинских масках. Через 1,5 недели снова массовая драка. Уже на улице Бигичева. И снова компании распивали спиртное, а затем началась потасовка. Рамиль Шайдуль, Надель Миндубаев, Станислав Шелихов, Альбина Минаева, ТНВ, Казань. Четвертые сутки в Чистополе продолжают ликвидировать пожар на полигоне твердых бытовых отходов. Возгорание началось в ночь на субботу. Огонь охватил 3 гектара. Это 5-я часть всей площади полигона. Свалка тлеет до сих пор. На объекте сейчас идет засыпка отходов грунтом для устранения задымления. Все эти дни над городом стоит смог, а жители жалуются на неприятный запах. В чем причины и какие меры предпринимают? Репортаж Вероники Гайнудиновой. Первые новости о возгорании полигона ТБО появились еще 31 мая. Сегодня 4 июня, и вот такую картину можно наблюдать сейчас. Свалка до сих пор тлеет, чувствуется сильный запах гари, а весь дым уходит в сторону Чистополя. Все эти дни жители города жалуются на дым и едкий запах гари. Особенно страдают те, кто живет ближе к полигону. Это улицы Студенческая, Зябарова, Нестерова, Солнечная, Жуковского. Флюра Ибатуллина рассказывает, смог накрыл их еще в субботу днем. Ночью вообще дышать нечем. Вроде бы хочется окно открыть, а наоборот приходится его закрывать. Очень даже дышать нечем. Прям такой запах стоит. И дети у меня тоже говорят: Абика, что такое? Что там пахнет? Как нехорошо. К вечеру весь город как в тумане, говорят жители. Вечером в основном, да, гулять, когда хотели выйти, невозможно, уж дым пахнет. Неприятно. Ну, дым был, да, это плохо дышать было. Ехали. Вдоль посадки он шел, видать. С утра, когда сажусь на вахту, сажусь я там, на выездной в сторону Нижнекамска. И вот там дым больше чувствуется. Вот именно здесь меньше. Пожар на полигоне начался в ночь на субботу. Огонь охватил 3 гектара. Это 5-я часть всей площади. Полигон единственный в Чистополе. Здесь собираются отходы со всего района. Ежедневно привозят до 50 тонн мусора. Официальную версию возгорания уже называют. Основная версия самовозгорания. Потому что следов поджога или того, что пришел огонь с поля, там нет ничего, таких подтверждений нет. Скорее всего, это было самовозгорание, и официальная позиция такая, что органов МЧС. Руководство полигона не исключает и поджог. Говорят, территория площадки не огорожена. Мусор завозят только днем. Объект сегодня работает в штатном режиме. С одной стороны выгружаются мусоровозы, с другой тлеющие отходы накрывают грунтом. Завозится земля, слоем где-то 15-20 сантиметров все это накрывается. Вот, чтобы дымовой завесы это не было. Вот, возгорания такового нет, его уже в субботу не было, потому что было все совместно с МЧС, с пожарными ликвидировано это все. Просто идет задымление. Но я думаю, что мы сегодня с этим вопросом уже справимся. Воздух на чистоту проверил Роспотребнадзор. Пробы изъяли на 7 точках. Результаты исследований не превысили нормы. Напомним, это не первый случай возгорания свалок в Татарстане. Одна из них у села Прости в Нижнекамском районе. Несколько раз горел и Самосыровский полигон в Казани. Вероника Гайнудинова, Лисан Саитова, ТНВ, Чистополь. Как 83-летний художник указал исполкому Казани на брачное неравенство и Конституцию. Законно ли решение столичных властей об ограничениях по выплатам на золотые и бриллиантовые свадьбы? Читайте сегодня в интернет-газете «Реальное время». Сегодня Рустам Минниханов находится с рабочей поездкой в Москве. Раис Татарстана встретился с патриархом московским и всея Руси Кириллом. В общении принял участие и митрополит Казанский, и татарстанский Кирилл. Патриарх тепло приветствовал гостей и с большим удовольствием вспомнил о своих визитах в Казань. О чем говорили на встрече и ждать ли святейшего патриарха в столице республики вновь в специальном репортаже Дины Гзалиевой. Это уже стало доброй традицией. Раис Татарстана и святейший патриарх Кирилл встречаются минимум раз в год. Общение происходит или в Казани, или в Москве. На этот раз встреча прошла в федеральной столице, в резиденции патриарха. Расположена она в Свято-Даниловом монастыре. Здравствуйте, сердечно вас приветствую. Очень-очень рад. Здравствуйте, здравствуйте. Руководители всегда общаются очень дружелюбно, очень приветливо. Никакой заформализованности. Видишь, как замечательно развивается экономика, социальная сторона жизни. Вообще, как преображается этот край. Но самое главное, может быть, особенное впечатление, как замечательно складываются отношения исламской общины и православной общины. Вот это такой, на примере одного региона можно говорить о том, как должны развиваться эти отношения. Вот. И дай Бог, чтобы так и было дальше, потому что для нашей страны, где действительно много всяких и национальностей, и разные религии,
вот этот межрелигиозный и межнациональный мир является непременным условием процветания Отечества. За последние несколько лет Святейший посещал Татарстан 3 раза. И каждый его визит наполнен событиями, общением и планами по дальнейшему активному взаимодействию. Раис Татарстана сегодня еще раз поблагодарил Святейшего Патриарха за внимание к республике, в том числе к форуму «Россия. Исламский мир». Ваш приезд, участие в стратегической группе работы, вы дали такой посыл разумным людям, что православие, ислам может спасти этот безумный мир. И это, на самом деле, это воспринято очень-очень сильно. И, конечно, вас не хватало, мы в этом году проводили. Настолько вы дали хороший заряд. И это реально очень важно в сегодняшнее время. Сохранить этот мир согласия. Сегодня Раис пригласил Святейшего Патриарха вновь посетить Татарстан. Митрополит Казанский и татарстанский Кирилл, который также принял участие в сегодняшней встрече, рассказал нам по итогу, почему такое дружеское общение руководителей важно. На ваш взгляд, чем наиболее ценно это общение? У нас традиция такая, что мы хотя бы раз в году встречаемся или в конце года, или в начале года, или вот как сейчас это поздравление с прошедшим днем тезаименитства нашего патриарха. И очень душевно пообщались с Рустамом Нургалевичем, поговорили о многих жизненно важных вопросах, безусловно, о религиозном мире и согласии, которое для нашей страны и, в принципе, в мире Татарстан является собой такой особый пример. И многолетнее наше сотрудничество, соработничество в деле служения своему народу и своему Отечеству, он, конечно, о нем все знают. Поэтому, слава Богу, что такая возможность есть. Мы радуемся, что есть личный контакт между нашим святейшим патриархом и нашим раисом. Рустам Нургалевич, он невероятно обаятельный человек, и он сразу располагает к себе, и как только несколько первых минут общения, и они уже становятся такими дружескими. Сегодня прозвучало ли приглашение для Святейшего? Конечно. Надеемся, что Бог даст, в будущем году мы увидим нашего Святейшего на территории Татарстана, землю, которую он полюбил, народ, который он полюбил и который любит его. Дина Газалиева, Александр Ярошов, Дмитрий Шилов, ТНВ, Москва. В этом году во всем мире пройдет 400 сабантуев. Чтобы уложиться за лето, нужно проводить по 5 праздников в день. Это очередной рекорд. Каспийский, шахтерский, балтийский, тюркский, сельский, федеральный. Разные статусы и форматы. Как в погоне за количеством не потерять главные смыслы и настоящие традиции. Об этом сегодня говорили в Доме правительства. В республике наступает пора национальных праздников. Впереди Марийский семок, чувашский уяв, День славянской культуры, удмуртский гырон-бытон. Всю палитру народных гуляний представит Алена Струминская. Косвенно соприкоснется с повесткой дня. Это год семьи в России и игры БРИКС. Сабантуй в Казани в этом году особенный. Национальный праздник станет своеобразной церемонией закрытия международных игр БРИКС. На гуляниях в столице ожидают тысячи спортсменов и делегатов, 150 мэров городов и стран-участниц. Важно продемонстрировать всему миру настоящие татарские традиции и обычаи, сохранить аутентичность этого праздника. Это тренд последних лет. Задачу вернуться к истокам поставил раис республики. Отдельно обращаем внимание на его аутентику, исконность и подлинность этого проведения, вплоть до национальных состязаний, а не игр, а состязаний именно. Сейчас вопрос идет по методическому пособию, которое уже мы с Министерством культуры Республики Татарстан и Татуль-Центр. В этом году Сабантуй пройдет в 62 регионах России. Это Калининградская, Астраханская область и Алтайский край. Самый крупный всероссийский сельский пройдет 15 июня в Пермском крае. Праздники состоятся в 39 странах, в числе которых Турция, Казахстан и Австралия. Сабантуй уже прошел в Арабских Эмиратах. Во всем мире в этом году проведут 400 праздников плуга. Мы рады гостям. И вы все знаете, что в Волжской Булгарии торговые экономические связи всегда были сильны.
Поэтому вот и мы тоже продолжаем эту тему. Особенное значение национальные праздники приобретают в год семьи. В Нижнекамске покажут настоящий свадебный обряд. Семейные традиции продемонстрируют и на Кряшенском Петрау, Удмуртском Гронбеттоне, Марийском Семыке, Чувашском Уяве и праздники славянской культуры. Так, с этого года будет называться Иван Купала. Такое решение связано с переосмыслением формата праздника. Мы будем говорить не только про достаточно спорную традицию, но еще и про вообще то, как сохранена славянская культура на территории, нашей территории. Русскую культуру татарстанцы будут познавать через литературный праздник, посвященный 225-летию Александра Пушкина. День рождения поэта по всей стране отметят 6 июня. В Нижнекамске откроют памятник и бульвар имени Пушкина. Запланированы Аксаковские, Онегинские чтения, праздник Яблочного Спаса. В этом году новый туристический маршрут о русской культуре начали создавать в Новошишминском районе. Волчья Слобода, Екатерининская и многие другие слободки, которые там сохранились, по ним как раз такое своеобразное кольцо, мини-кольцо. Мы знаем про Золотое кольцо с вами туристическое, а это здесь мини-туристическое кольцо по Новошишминскому району. В конце июня в Казани впервые пройдет всероссийская детская фольклориада. В столице Татарстана соберутся тысячи детей разных национальностей со всех регионов страны. Творческие коллективы познакомят гостей фестиваля со своей культурой и традициями. Алена Струминская, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань. Сегодня Рустам Минниханов совершил рабочую поездку в соседнюю Ульяновскую область. Райс Татарстана в сопровождении губернатора Алексея Русских посетил ряд промышленных предприятий и социальных учреждений. Это конструкторское бюро приборостроения, УАЗ, Автодом, Центр восстановления участников СВО. Рустам Минниханов принял участие в большом празднике мусульман Ульяновской области, открытии мечети Лайли Джамал. О деталях поездки в нашем репортаже. 230 километров разделяют Казань и Ульяновск. На автомобиле это расстояние можно преодолеть за 3,5 часа. На самолете за 15 минут. Разница во времени час. Соседняя с Татарстаном область живет в Самарском поясе. Высоты, внутреннее освещение самолетов. Рабочая программа Рустама Минниханова начинается на площадке конструкторского бюро приборостроения. Предприятию 70 лет, оно входит в концерн Ростеха. Здесь выпускают приборы системы авионики для самолетов и вертолетов. Активно идет процесс импортозамещения. Раньше такая кнопка покупали мы в Америке за $600. Одна кнопка была. Сейчас стоимость кнопки порядка 15 тысяч рублей. То есть в разы дешевле получилось. Сейчас продукция ульяновских приборостроителей используется на всех вертолетах КВЗ. Для Казанского авиазавода поставляют системы электронной индикации и пульты управления Ту-214. Это знаменитый Ульяновский автомобильный завод. С этих конвейеров вот уже 80 лет сходит легендарная буханка, советский внедорожник УАЗ. Рустаму Минниханову показывают новые разработки. Это малотоннажные грузовики «Арго», легковые грузопассажирские автомобили. Вот общий цех, склад, 3 линии. Следующей площадкой стал Автодом. Предприятие уже 15 лет выпускает машины специального назначения для скорой помощи, перевозки детей, мини-автобусы и другие. Более 20 моделей. Это уже центр восстановления участников СВО в Ульяновске. Он открылся в феврале. Здесь 60 койко-мест. Бойцы лечатся не только у узких специалистов, но и получают психологическую помощь. Как говорят, народу много просто, в очереди. Ульяновский центр первый в стране, созданный в системе соцзащиты населения, рассказывает губернатор Алексей Русских. Как отметил Рустам Минниханов, это своевременное решение – помогать нашим бойцам восстанавливать здоровье, обеспечивать им условия для комплексной реабилитации. Мы взяли на заметку опыт ульяновских коллег, подчеркнул Раис Татарстана. Татарстан для нас это самый надежный, один из самых надежных и верных соседей. Последний раз Рустам Минниханов и Алексей Русских встречались в середине мая на полях Казань-форума. Здесь губернатор презентовал проект торгово-логистического канала «Средняя Волга, Каспийское море, Персидский залив». Он позволит напрямую доставлять грузы из портов регионов Поволжья до Индии. Азан приглашает мусульман на полуденный намаз. Это самая крупная мечеть в городе Лайли Джамал. Вмещает до 1000 прихожан. Инициатор строительства – татарин Наиль Алимов. Проект мы рассматривали именно как шариф. Как это миниатюре у нас где-то внешне стал на него похож. В Ульяновской области проживают представители 12 национальностей. По итогам последней переписи татар в регионе 150 тысяч человек. Для них сегодня большой праздник. Рустам Минниханов и Алексей Русских открыли мечеть Лайли Джамал.
Отныне это священное место станет центром духовности, образования и общения прихожан. Каждый верующий мусульманин найдет здесь для себя утешение в сложные времена, поддержку и помощь. Мой коллега Алексей Юрьевич, когда мне позвонил и сказал вот такое событие, мы, конечно, всегда должны быть вместе. Мы здесь вместе с вами. Мы искренне благодарим всех бизнесменов, кто поддерживал. Конечно, слова благодарности уважаемому губернатору, его команде. Самое прекрасное место выделено. Это очень важно. И вот такая поддержка, она будет служить единению всех людей, которые проживают в Ульяновской области. Татарстан и Ульяновская область географически соседи. У регионов много общих интересов и в экономике, и в культуре. Радик Фархулин, Марат Сидгараев, ТНВ, Ульяновская область. Татарстан назвали регионом-лидером по работе с населением. В Самаре продолжается заседание Ассоциации законодательных органов ПФО. В нем принимает участие председатель Госсовета Фарид Мухаммедшин. Как сообщили на встрече, в прошлом году по самообложению Татарстан собрал около 350 миллионов рублей. И 1 300 миллионов выделили из бюджета республики. За 10 лет татарстанцы вложили в развитие своих территорий больше 2 миллиардов рублей. Как итог, построены дороги, отремонтированы мосты, появилось освещение и водоснабжение, привели в порядок родники. Таким образом, жители активно вовлекаются в вопросы местного значения. Также сегодня речь шла о поддержке инновационной деятельности через налоговые льготы. Любой опыт, который есть в субъектах, надо перенимать и воплощать у себя в республике. По работе с жителями наш опыт тоже положительно был высказан. Мы депутатские дни, мы встречи с избирателями. Все это у нас в порядке нашей работы имеется. За 10 лет в России на 23% снизилось количество защитившихся докторов наук и кандидатов. Стало меньше физиков, математиков и технарей. Проблему нехватки кадров сегодня обсудили на международной научной мультиконференции. Обменяться опытом в сфере науки, импортозамещения, кибербезопасности и промышленности собрались 100 ученых из России, Беларуси и стран дальнего зарубежья. Татарстан выбран для проведения конференции как центр интеграции промышленности и науки. Как отметили организаторы, 2024 в республике год научно-технологического развития. Как математика может помочь промышленности в условиях цифровизации – одна из основных тем встречи. Участники подчеркивают, Академия наук республики стала центром экосистемы научно-технологического развития Татарстана. Я надеюсь, что все-таки это верхушка айсберга той концепции по развитию компетенции наших участников. Сегодня, я думаю, научные, серьезные ученые дадут рекомендации, выскажут свои мнения. И для молодежи это пример. Сегодня, когда мы говорим о концепции развития, научно-технологического развития Российской Федерации, то как раз именно математике, естественно-научному циклу, технологии уделяется самое большое внимание. И наша задача прирастать в технологиях, которые позволят заместить то, что было в предыдущие годы импортным. Сегодня ушел из жизни бывший министр печати республики Шамиль Хамматов. Ветерану татарстанской медиасферы было 77. Всю свою жизнь он посвятил любимой профессии, унаследовав дар от отца легенды татарской журналистики Шамси Хамматова. Шамиль Шамсиевич работал в газете «Советская Татария», после заведовал сектором печати, телевидения и радиовещания в татарском обкоме КПСС, был секретарем профильного госкомитета ТАССР. В период масштабных реформ 90-х работал министром информации и печати Татарстана, председателем правления Союза журналистов. Затем 13 лет возглавлял объединенную редакцию газеты «Татар-Или», первого издания о татарах в регионах России и за рубежом. Смерть Шамиля Хамматова – невосполнимая утрата для журналистского сообщества республики, говорится в некрологе Союза журналистов, подписанном Эльшатом Аминовым.
Акбарс сегодня объявил о расставании с Александром Радуловым. У нападающего закончился контракт, который не был продлен. В Казань форвард переехал в 2022 году. За эти 2 сезона мы увидели столько разных Радуловых. Заряженного и агрессивного, доброго и улыбчивого, уверенного и непобедимого. И каждого мы будем вспоминать с теплотой в сердце, говорится в сообщении клуба. За 2 года Александр провел за барсов 148 игр и набрал 120 очков. Это были новости Татарстана. Еще больше информации в нашей группе ВКонтакте и телеграм-канале. Сейчас прогноз погоды с Наилем Дзихате. До встречи в 21:30. Здравствуйте, Исянмисис. Республика по-прежнему располагается в поле пониженного атмосферного давления в очень теплом и неустойчивом воздухе. Подробнее через пару секунд. Банк Аверс оказывает весь спектр банковских услуг для частных лиц и корпоративных клиентов. Для бизнеса банк предлагает услуги по расчетно-кассовому обслуживанию, кредитованию, банковские гарантии и продукты с возможностью эффективно размещать свободные денежные средства. По данным сервиса Яндекс.Погода, в Кукмаре, Арске и Высокой горе будет переменная облачность, пройдет дождь. Температура днем плюс 24, ночью плюс 16-17 градусов. В Буинске, Тетюшах и Апастово будет облачно с прояснениями, местами осадки. Температура днем 24-26, ночью 16-17 градусов тепла. В Мамадыше, Нурлате и Черемшане переменная облачность, временами дожди. Температура днем плюс 24-26, ночью плюс 15-18. В Нижнекамске, Актаныше и Агрызе облачно с прояснениями, небольшие осадки, днем 24-26, ночью около 16-17 градусов тепла. В Альметьевске, Бугульме и Урусу температура днем 25-26 градусов выше 0, ночью 15-16, здесь переменная облачность, возможны осадки. Дожди обещают и в туристических городах республики. В Свияжске температура днем 23, ночью 16 градусов тепла. Будет переменная облачность, ожидаются осадки. В Болгарах днем 25 градусов, ночью около 17 градусов выше 0. Здесь облачно с прояснениями, небольшие дожди. В Елабуге температура плюс 25 градусов днем, будет переменная облачность, пройдут дожди. Ночью 17 градусов тепла. Казанская швейная фабрика «Лилианс» – молодая, динамично развивающаяся компания. Расширение и модернизация производства дает возможность идти в ногу со временем, удовлетворять интересы и спрос клиентов во всех регионах нашей большой страны. «Лилианс» – это красивая, качественная, а главное удобная одежда для дома и отдыха. «Лилианс» – будь красивой всегда и везде. ТЦ «Южный», 2 этаж, ТЦ «Паркхаус», 1 этаж. Эмис. Время добрых дел. Специальное предложение на Курбан-Байрам. При покупке одной бутылки Эмис Таврический следующее будет в подарок. Эмис. Вся польза темных сортов винограда в одном напитке. Эмис. Время добрых дел. Специальное предложение на Курбан-Байрам. При покупке одной бутылки Эмис Таврический следующее будет в подарок. Эмис. Вся польза темных сортов винограда в одном напитке. В Казани тоже тепло, временами пройдут дожди. Температура составит около 24 градусов днем и около 18 градусов ночью. Атмосферное давление 749 мм ртутного столба. Ветер западный около 5 метров в секунду. Влажность 66%. Магнитное поле Земли слабо возмущенное. Это все о погоде. Будьте внимательны к своему здоровью. Всего доброго.